بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые джамаат. Сегодня хотелось поговорить про одну такую тенденцию в нашем обществе. И в общем, мы замечаем такую тенденцию, как изменить себя. Мы видим, проводится много занятий, тренингов, вебинаров и тому подобного с такими громкими названиями «Измени себя». И те, кто бывал на этих тренингах, наверное, часто замечал, что говорят о том, как стать успешным человеком. Вообще суть многих этих тренингов и коучев, на которые люди записываются, тратят деньги и идут, для того, чтобы изменить себя в том плане, чтобы прийти к успеху, найти дорогу к успеху. Понятно, что эти занятия не могут привести человека к успеху. Они дают только определенные правила или качество успешного человека. И потом человек, подразумевается, что человек сам, приобретая или посредством вот этих качеств, он должен стать успешным человеком. И большинство этих занятий, этих тренингов, этих, как я уже говорил, семинаров и вебинаров, она заключается именно в этом. Но главная их тема – это тема изменения себя. Чтобы получить какой-то результат, чтобы стать богатым, чтобы разбогатеть, чтобы прийти к какому-то результату, человек должен что-то изменить. И часто это бывает, что человеку нужно менять самое трудное, самого себя. Я не буду сегодня вдаваться в подробности этих тренингов, я просто проведу аналогию с нашей верой. Не является секретом то, что и наша религия призывает к тому, чтобы мы изменились. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Инна Аллаха ла югаййиру ма би каумин, хатта югаййиру ма би анфусихим». Аллах не изменит положение человека, пока человек не изменит самого себя. Это правило, оно и в нашей религии существует. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что любое изменение или любая дорога к успеху начинается к тому, что человек должен изменить себя. Если человеку не нравится его жизнь, или человеку не нравится что-то в его жизни, не устраивает то, как у него идут его семейные отношения, то, какими растут его дети, то, как у него идет работа или бизнес, то, какое его положение сегодня в обществе, Аллах Субханаху ва Тааля также говорит, что нужно что-то изменить. А чтобы получить такой большой результат, для этого и должна быть жертва большая. Это изменить самое тяжелое, изменить самого себя. Но здесь встает вопрос. Каждый из нас, наверное, пробовал изменить себя в этой жизни. У каждого из нас были не один, наверное, понедельник, с которого он хочет начать жить по-другому. Это и в плане соблюдения веры. Если человек понимает и осознает, что он что-то не до конца доделывает, или что-то делает не так в этой вере. Или пусть это будет в плане финансовом, мирском. Человек хочет изменить свое финансовое положение. Человек хочет больше зарабатывать, человек хочет достичь какого-то финансового результата в этой жизни. Это тоже изменение.
Или человек хочет изменить что-то в своей семье, ему не нравится что-то в его семье, и он пытается это изменить. У нас было много понедельников, с которых мы пытались начать, и много было неудачных попыток. Так здесь встает вопрос, с чего мне, мусульманину, нужно начинать? С чего мне начать, чтобы изменить свое положение? Изменить свое положение посредством того, как изменив себя, как Аллах Субханаху ва Тааля говорит. И как я говорил, проводя аналогию с мирским изменением, так назовем, или изменением для мирского, на этих тренингах, потому как где учат менять себя, или как они называют это, личностный рост, они обучают человека таким качествам, говоря, что вот эти определенные качества, они есть в успешном человеке. Или если ты хочешь стать успешным человеком, что у тебя должны быть вот эти качества. Например, они говорят, первое, это у человека должна быть цель в этой жизни. Невозможно что-то изменить, не имея цели. Невозможно добраться до определенного места, не зная, когда ты выезжаешь, куда ты едешь, куда ты держишь путь. Вот это и есть цель. Это самое главное и самое основное, о чем говорят. У человека должна быть цель. Также говорят о том, что о важности времени. Как важно бережно и с разумом относиться к своему времени. Time management, может, слышали такую аббревиатуру на английском языке, то есть управление своим временем. Если ты свое время не распланировал, то это время у тебя пройдет с очень маленьким коэффициентом пользы. Также говорят о таких вещах, как, например, дисциплина. Невозможно добиться успеха, будучи недисциплинированным. То есть подразумевается то, что человек должен делать определенные запланированные дела в определенное время, постоянно. Если человек сделал один раз и 2 раза не сделал, то это уже не дисциплина. Вот сколько человек запланировал, столько он должен сделать. Вот это дисциплина. Также они говорят о важности то есть быть настойчивым в своих желаниях, быть настойчивым. Также, например, говорят про такую вещь, как про время сказали мы, про цель сказали, про дисциплину сказали, про настойчивость, про отношения с людьми. Какие у человека должны быть отношения с его окружающим, чтобы начались у человека изменения. И сегодня я хочу спросить вопрос. Вот эти вещи, вот эти критерии, о которых рассказывают, эти критерии нужны нам или нет? Да. Вы считаете, что нужны? То есть иметь цель нужно в своей жизни. Бережно относиться ко времени нужно. Быть дисциплинированным нужно. Хорошо относиться к окружающим нужно. Здесь никто не поспорит. Это нужные вещи. Но вопрос в том, как нам достичь этого. Как начать себя менять, как начать быть успешным человеком, чтобы вот эти качества успешного человека были в нас. И чтобы посредством вот этих качеств мы достигли успеха. Как это сделать нам, мусульманам? Также говорят на этих тренингах про такую вещь, как мотивация. Они мотивируют людей на определенные задачи. И человек часто после вот этих занятий выходит такой мотивированный, заряженный, как они говорят, заряженный на какую-то идею. Часто рассказывают про историю, например, про то, как там человек был бедным,
опустился там на самое дно, но у него было определенное мышление там, богатого человека, миллионера, и это помогло ему выбраться, и он стал миллионером. И вот нужно иметь вот такое мышление. Также они говорят про то, что нужно менять мышление свое, про то, что нужно начать по-другому мыслить, и тогда у человека начнутся его изменения. Я хочу сказать, джамаат, что все вот эти качества и все вот эти критерии для нас, для мусульман, это не то, чтобы нужно. Это все качества, которые они у нас изначально уже есть. Эти качества в нашей религии, они уже изначально заложены. Все, что пытаются нам сегодня показать как новое, как ключ к успеху, Аллаху Субханаху ва Та'аля дал нам в нашей вере. Тут вопрос не стоит в том, нужно ли нам это или не нужно. Должен ли я идти на эти уроки и получать какую-то пользу или еще что-то. Тут вопрос стоит в том, что я как мусульманин, у меня уже есть прерогатива, у меня уже есть как карт-бланш. Меня еще до этих коучеров, которые учат, как правильно мыслить и как правильно жить, меня Аллах Субханаху ва Та'аля этому уже научил. И валлахи, бывает позором, джамат, когда мусульманин, который должен обладать этими качествами изначально, когда он пытается искать эти качества где-то на стороне, кроме как своей религии. Это бывает обидно человеку, когда он осознает, что его религия к этому призывает. Его религия не то что призывает, в его религии это уже есть. Каким образом? Я не хочу сказать, что просто есть хадисы, которые нас побуждают к этому. Не просто хадисы, которые говорят нам, что нужно быть терпеливым, нужно хорошо относиться к людям, нужно быть дисциплинированным, нужно иметь в своей жизни цель. Я хочу сказать, что от такой вещи, которую Аллах Субханаху ва Та'аля нам дал, если мы отнесемся к ней правильно и воплотим ее в своей жизни, то все вот эти вопросы, которые мы вначале сказали, все вот эти вещи, они в человеке сами по себе начнут появляться. Для нас эти вещи, о которых я говорил, они нелегкие. Изменить себя – это самое тяжелое, наверное, что есть в этой жизни. Привить какое-то качество себе, пусть будет дисциплина. Вот попробуйте каждый день поставить себе цель выполнять, например, дополнительные 2 раката. Или прочитывать 3 страницы из Корана. Пусть будет 1 страница из Корана. Или дополнительный какой-то зикр. И посмотрите, насколько хватит вас. Насколько меня на это хватит. Сколько я продержусь. День, 2, 3, 4, 5. Зависит от мотивации. Мотивация. Абы говорит, все зависит от мотивации. Но мотивация такая вещь, которая заканчивается. Нет. Мотивацию, если не перевести в... В случае ислама нет, как она заканчивается. Смотрите, мотивацию, если не перевести в дисциплину, в чем разница между мотивацией и дисциплиной? Дисциплина без энергии будет уже... Но если не будет энергии, как он может придерживаться этой? Дисциплина, это, наверное, скорее всего то, что выходит из тебя самого, в тебе заложено. А мотивация это внешнее. Краткосрочно. Мотивация. Вот мне больше нравится вот это. Мотивация, которая не переведена в дисциплину, она заканчивается быстро. Если когда у человека есть мотивация на что-то, а мы ее чувствуем порою, услышав какую-то лекцию, услышав урок, услышав какую-то информацию, у нас появляется мотивация. Но если эту мотивацию мы вовремя не переведем в дисциплину, она пройдет. Даже слышал недавно такую шутку. Сейчас, говорит, в связи с тем, что вот распространились вот эти бизнес-тренинги, как бы разные, всевозможные, и люди начали как бы ходить на них активно, и говорит, в стране сейчас новая проблема. Сейчас в стране полно высокомотивированных, низкоквалифицированных специалистов. Мотивация высокая, квалификация низкая.
Я говорил про то, что какая разница между мотивацией и дисциплиной. Дисциплина, мотивация – это начало дисциплины. Если перевести ее в дисциплину, человека хватит на дольше. Человека хватит намного дольше, чем просто мотивированный человек. Я говорил про то, что попробуйте поставить себе ежедневно выполнять что-то дополнительное. А еще, страшнее, попробуйте каждый раз просыпаться на фаджр. Те из нас, кто просыпаются на фаджр, пускай сделают что-то дополнительное. А те, кто до сих пор один раз проснется, 2 раза проспит, неделю проснется, то есть человека хватает на неделю, а потом еще 2 недели человеку не хватает либо мотивации, либо еще чего, не хватает дисциплины, пускай попробует вставать постоянно на этот намаз. Это тяжело, потому что нужна дисциплина. Нужно себя дисциплинировать, нужно себя воспитать, нужно привить в себе какие-то привычки полезные. Во-первых, отказаться от плохих привычек, которые нас сдерживают и нас тянут вниз. Во-вторых, нужно привить какие-то привычки, чтобы человек начал быть дисциплинированным. Человек, пусть будет маленькое деяние, но выполняет это постоянно. Так как же тогда изменить себя? Как же начать нам быть дисциплинированными не только в нашей жизни, не только то, что касается нашего хлеба, а то, что касается нашего будущего? Где взять мотивацию? Вот сегодня об этом хотелось поговорить немного. Джамаат, я сразу скажу. Аллах Субханаху ва Тааля дал нам такую вещь в нашей религии, которой, если мы отнесемся должным образом, все изменения станут для нас легкими. Все то, ради чего люди меняют, все то, как меняются люди ради мирского, для нас станет легким даже для нашего ахирата. Даже для того, что не касается нашего ежедневного хлеба, а то, что касается нашего будущего, нашей вечной жизни. Аллах Субханаху ва Тааля дал нам такую вещь, как ад-зикр. Поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. И сейчас я хочу спросить каждого, что вам впервые пришло в голову, когда я сказал слово ад-зикр? Что такое зикр? Что такое поминание Аллаха Субханаху ва Тааля? А вы говорите Коран. Я вот, например, по себе скажу, что такое зикр для меня раньше было, это то, что после намаза делаем, Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар. Я думаю, большинство людей это первое приходит в голову. Ад-зикр. Поминание Аллаха после намаза. После наших 5 обязательных намазов, 5-кратных намазов мы поминаем Аллаха Субханаху ва Тааля. В лучшем случае, это вот, как Абу сказал еще, кто-то считает Коран из зикра, из поминания Аллаха Субханаху ва Тааля, и тоже это включает. Кто-то еще, если будет более глубже осведомлен, скажет, что и истигфар, просить Аллаха Субханаху ва Тааля прощения, тоже является зикром. Или делать Аллаху Субханаху ва Тааля шукр, благодарить Аллаху Субханаху ва Тааля, тоже скажет зикр. Но я хочу сказать, джамаат, что зикр это намного больше, чем это все. Сегодня поговорим о зикр, поговорим о поминании. Слово «ад-зикр», во-первых, это означает поминание. И подразумевается поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Я представляю тот вопрос, который у вас сейчас в голове родился. Начав с таких больших вопросов, как изменение себя, как такие большие вещи, как успех, мы перешли к зикру, к поминанию Аллаха Субханаху ва Тааля. Где связь? Этот вопрос, он естественный. Этот вопрос у нас зарождается от того, что мы не знаем, что такое зикр на самом деле. Если мы узнаем, что такое зикр, и будем практиковать его в нашей жизни, мы поймем, что все, что вот это тяжелое для нас, я бы сказал, самое тяжелое. Вот, например, скажу просто на примере, насколько это тяжело. Люди, почему во время пандемии, когда была изоляция, или как она называлась, когда все сидели дома,
это было страшно для людей. Почему людям было страшно? Об этом даже уже начали думать в правительстве, что вот у людей как бы начинается депрессия, там нужно, особенно взрослым нужно общение, у молодых процент разводов очень сильно вырос. Люди боятся остаться самим собой. Почему человеку нравится куда-нибудь сходить с друзьями, покушать, провести время, отвлечься, как они говорят? Так и называется это. Это так и называется, отвлечься. Отвлечься от самого себя, от всех тех проблем, которые есть в человеке. И это страшно человеку. Когда человек остается самим собой на долгое время, человеку становится страшно от того, что в человеке внутри может он увидеть в себе. Поэтому изменить себя, на самом деле, это, с одной стороны, это нелегко. Но с другой стороны, Аллах Субханаху ва Тааля дает нам легкий ключ. Легкий он для того, кому Аллах Субханаху ва Тааля его облегчит. И говоря о зикре, в первую очередь хочется сказать, что зикр – это нечто большее, чем просто поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Зикр – это состояние человека. Зикр – это образ жизни человека. И даже больше скажу, джамаат. Зикр – это образ мышления человека. Казалось бы, какая связь? Какая связь между поминанием Аллаха и образом моего мышления? Разве мы не говорили в начале о том, что вот на этих тренингах часто говорят: измени свое мышление, и изменится все вокруг тебя. Начнутся изменения вокруг тебя. Ты будешь чувствовать, что твоя жизнь меняется, когда ты поменяешь свое мышление. Вот я, джамаат, скажу, что зикр, поминание Аллаха Субханаху ва Тааля, это не просто какие-то слова, которые мы говорим. Это образ нашей жизни и образ нашего мышления, и это наше состояние. Аллаху Субханаху ва Тааля посредством вот этого состояния облегчает человеку такие вещи, как дисциплина. Аллах Субханаху ва Тааля облегчает дисциплину человеку посредством зикра. Вот смотрите, мы знаем, что есть такие азкары, называются на арабском языке, то есть зикры, которые мы должны говорить, которые мусульманин должен говорить в течение своего дня. Вот смотрите, вы, наверное, видели, есть такая книжка «Сборник зикров». Она по-разному называется. И там вначале говорится, что эти зикры – это те зикры, которые человек должен говорить в течение своего дня. Есть зикры, которые человек говорит, просыпаясь рано утром. Зикры перед сном. Есть утренние зикры, отдельные это. Есть вечерние зикры. Есть зикр, который человек говорит по причине, например, перед тем, как войдет в туалет и как выйдет из туалета. Есть зикр, который человек говорит перед едой и после еды. И каждый наш аспект жизни, каждое наше движение – это зикр. Здесь я хочу вас спросить, джамаат, у вас никогда не возникал вопрос, почему их так много? Почему этих зикров так много? Это же целая книжка, вы видели ее? На каждый случай, там вплоть до того, что перед тем, как прийти к своей жене, приблизиться к своей жене, есть зикр. Мужчина знает, что такое приближение к своей жене. Это то чувство, которое человек порой не может как бы потушить или успокоить это чувство. Но Аллах Субхану ва Тааля даже перед этим самым актом, Аллах Субхану ва Тааля говорит, есть зикр. Разве этого немного? Разве у меня нету больше других дел в течение дня, кроме как поминать Аллаха Субхану ва Тааля? У меня что, нету работы? У меня что, нету семьи? У меня нету других забот, кроме как целыми днями проводить в зикре? Задумывались ли мы над этим? Почему так? Почему так? Почему столько много зикров в моей жизни? Потому что тот, кто живет вот этим состоянием зикра,
состоянии поминания Аллаха Субханаху ва Тааля, я вам скажу, ему вот этих зикров мало. Я вам говорил, что зикр это состояние, это образ жизни человека. И человек, когда начинает практиковать зикр в своей жизни и начинает видеть плоды вот этого поминания Аллаха Субханаху ва Тааля, поверьте мне, вот этой книжки ему бывает мало. Смотрите, что Аллах Субханаху ва Тааля как описывает косвенно человека, который живет состоянием этого зикра. Вот проснулся человек, открыл глаза. Первым делом, что он должен делать? Или что делает человек, который живет образом зикра? У кого зикр становится образом его жизни. Мы первым делом что делаем? Тянемся за телефоном, правильно? Нужно проверить сообщения, посмотреть погоду, проверить пробки и все возможное, что может быть в телефоне. А человек, который живет образом или живет зикром, или в котором человек, в жизни которого есть зикр, Аллах Субхану ва Тааля говорит: смотри, ты проснулся, и явно в мысли этого человека, который в первую очередь потянется за зикром, за поминанием Аллаха вместо телефона, у него что-то в мышлении другое. Он отличается от нас с вами. Правильно? Он отличается от нас с вами, что он потянулся вместо телефона, потянулся к зикру. Почему? Почему он тянется к зикру, а я не могу тянуться к зикру? Потому что это стало его образом жизни, образом мышления. Я вам говорю, почему этому человеку мало этих зикров? Этот человек также работает, как и все мы. Этот человек зарабатывает, у этого человека есть семья, есть работа, есть окружение, есть машина. Машину нужно на ремонт сводить. Все проблемы, которые есть в нашей жизни, у него также есть. Но почему-то эти зикры его не отвлекают от этого. Или его жизнь не отвлекает от зикров, от поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. У этого человека что-то в мышлении другое. Этот человек однозначно мыслит по-другому. Если этому человеку не хватает вот этой книжки зикров, Аллах Субханаху ва Тааля что ему говорит? Аллах говорит: вот тебе Коран. А вот Абы правильно сказал. Коран это зикр. Я еще больше скажу, это самый лучший зикр, который есть. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна нахну наззальна зикра, ва инна лаху лахафидун». Мы не спаслали вот этот зикр, называет Коран зикром, поминанием, и мы его сохраним до судного дня. У Корана много названий, одно из них зикр, поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда человеку не хватает вот этих зикров в течение дня, Аллах говорит: на тебе зикр. Этот зикр, которого тебе хватит. Этот зикр, после других, между Кораном и вот этими зикрами есть другие зикры. Мы говорили о том, что зикр это истигфар, просить у Аллаха Субханаху ва Тааля прощения. Зикр это просить, это восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля. Зикр это быть благодарным Аллаху Субханаху ва Тааля, говорить аш-шукр. Это все является зикром. Но самым большим зикром является Коран. И тому, кому не хватает вот этого зикра в своей жизни, Аллах говорит: на тебе Коран. Этот Коран, тебе его будет достаточно. Если даже ты его будешь постоянно один и тот же Коран постоянно будешь прочитывать и повторять. Я говорил про то, что джамаат, то, что у этого человека, человек, который почувствовал вкус зикра, поминания Аллаха Субханаху ва Тааля, его вся жизнь наполняется зикром. И такие вещи, как изменить себя ради, пусть будет мирского, пусть будет ради даже мирского. Например, дисциплинироваться в какой-то работе, быть дисциплинированным, делать какую-то работу в одно и то же время или выполнять вообще работу ответственно, для него будет не тяжело. Потому что он начал изменение с правильной стороны. Он начал его с того, что на самом деле действенно. Что, во-первых, Аллах Субханаху ва Тааля меняет нас в первую очередь ради следующей жизни. А люди, материалисты, которые не знают Аллаха Субханаху ва Тааля и не поминают Его, они меняются ради чего? Они меняются ради этой жизни. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Аш-шайтану я'идукум аль-факра ва я'мурукум биль-фахша».
Шайтан обещает вам бедность. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ и приказывает вам творить мерзкое. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. Аллах же, субханаху ва та'аля, обещает вам прощение и обещает вам достаток. Человек, который начинает вводить вот этот зикр в свою жизнь, для него вот эти изменения происходят с правильной стороны. Для него зикр не кажется тяжелым. Для него и целой книги зикра мало. Мы говорили, что намаз – это зикр или нет? Что такое намаз? А мы говорим зикр. Намаз – это зикр или нет? Как думаете, джамаат? Почему? В намазе же поминаем. Мы в намазе поминаем Аллаха субханаху ва та'аля. То есть это является зикром, поминанием Аллаха субханаху ва та'аля. Как ради Аллаха его делаем, так же, как и зикр. Общаемся с Аллахом субханаху ва та'аля. Поминание Аллаха. Приближаемся к Нему. Приближаемся к Нему, Аллаху субханаху ва та'аля. То есть когда мы делаем зикр, мы поминаем Аллаха субханаху ва та'аля. Но в намазе мы что делаем? Мы общаемся. В одном хадисе говорится то, что Аллах субханаху ва та'аля, когда человек встает на намаз и говорит Аллаху Акбар, Аллах субханаху ва та'аля приближается к этому человеку и слушает его. То есть наш намаз – это общение с Аллахом субханаху ва та'аля. И это является зикром. Это является поминанием Аллаха субханаху ва та'аля. Это также является поминанием Аллаха субханаху ва та'аля. У нас в течение дня у мусульманина есть 3 времени, в которых нельзя читать намаз. Это когда восходит солнце, начинает восход солнца, то есть солнце начинает восходить 20 минут после начала восхода. Это когда солнце в зените, как оно встало в зенит, 20 минут после этого нельзя читать намаз. И в закате, как оно начало закатываться, 20 минут после этого человеку нельзя читать намаз. Вы когда-нибудь думали, почему? Почему в этом времени нельзя читать намаз? Или я переформулирую свой вопрос. Когда нам шариат говорит, вот в это времени запрещено читать намаз, мы должны спросить, когда-нибудь я останавливался, чтобы вот в это время не попасть в намаз? Кто-то, кто, например, приходит на иля намаз пораньше, для него этот вопрос актуален. Он заходит в мечеть, например, и он знает, что он зашел пораньше, и сейчас время солнцестояния, зенита, для него сейчас время запрещено. Почему 20 минут после заваля? После заваля 20 минут. После заваля. Да. Нет, я сейчас про другое хочу сказать. Я хочу сказать то, что вот в это время, там другой вопрос есть. То есть вопрос, например, заходишь в мечеть, можно ли читать тахиятуль масджид? Мы же обычно, когда заходим в мечеть, особенно если пораньше пришли на намаз, и для нас этот вопрос актуален, стоит вопрос, нужно ли мне читать 2 реката приветствия или не нужно читать мне этого приветствия. Это другой вопрос. Я об этом вопросе, об этом не хотел бы сегодня говорить. Вопрос в том, что когда вот приходит вот такой запрет на намаз, нахожу ли я то, что когда-то этот запрет меня коснулся? Или быть может, этот запрет, он для другой категории лиц, для другой категории людей. Для тех, в чьей жизни этот намаз настолько частая вещь, что Аллах Субханаху Тааля говорит, подожди, вот сейчас время, тебе нельзя намаз читать. Остановись. Как заканчивается это время, он говорит, продолжай. То есть, если мы посмотрим на это с другой стороны, со стороны, что намаза в моей жизни настолько мало дополнительного, зикра, поминания Аллаха Субханаху Тааля настолько мало в моей жизни, что вот этот запрет, он даже как-то не участвует в моей жизни. Я даже предполагаю, что, может быть, кто-то в первый раз слышит об этом запрете. То, что дополнительные намазы, например, как ад-духа,
Или, например, как другие дополнительные намазы, любые. Или вообще кто-нибудь знает, что в любое нам разрешено в любое время встать и 2 раката намаза, дополнительного намаза прочитать. Кроме вот этого времени. Кроме вот этого времени. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе передается, что когда какая-то вещь как бы становилась трудной для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, фафазиа иля ссаля, говорит, то он прибегал к намазу. То есть у человека, то есть у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все фарзы, все суннаты прочитаны. Ад-духа намаз прочитан. Витр намаз прочитан. Все намазы, которые, ночные намазы дополнительные, все прочитаны. Но когда к нему приходит какая-то вещь, какая-то проблема в его жизни, он что делает в первую очередь? Он идет к намазу. Заметьте, здесь что-то другое. В этом человеке, человек, который, когда появляется у него проблема и встает Аллаху Акбар, у него проблема. У него проблема. Причем здесь намаз? У этого человека мышление другое. У этого человека он мыслит по-другому. У этого человека образ жизни другой. Когда человек решает свои проблемы вот таким методом, у этого человека, значит, что-то по-другому, нежели у нас. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Васта'ину биссабри вассалях». И прибегайте к помощи, к намазу и к терпению. Когда нам что-то тяжело, Аллах Субхану ва Тааля говорит: прибегайте к намазу. Аллах Субхану ва Тааля вам посредством намаза облегчит. Так вот, я, джамаат, хотел бы уже завершить вот это слово, как вот эту лекцию, тем, что если мы хотим изменений, мы должны начинать с правильного. И знаете, что мы, как мусульмане, мы, как люди, которые придерживаются религии Аллаха Субханаху ва Тааля, у нас есть козырь в кармане. Многие, кто пытались изменить себя в этой жизни, и не получалось, будучи мусульманином, ему должно быть становиться немного стыдно, что я, будучи мусульманином, не могу измениться. Я, будучи мусульманином, ищу помощи в таких больших глобальных вопросах, которые ислам не мог обойти стороной. Изменить себя ради чего-то, а в первую очередь это ради Аллаха Субханаху ва Тааля и для вечной его жизни, это глобальный вопрос в жизни человека. От этого зависит его будущее. От этого зависит его состояние в этой жизни. И такой вопрос Аллах Субханаху ва Тааля не может оставить без внимания. Не отдать ему должное в нашей вере. Поэтому, джамаат, мы не должны обманываться. Когда видим вот эти вывески, что я как мусульманин, у меня в жизни, в моей вере этого нету. Если моя вера не отвечает на все мои вопросы и не участвует в каждой проблеме в моей жизни, тогда 2 вещи. Либо твоя вера неполноценна, либо ты свою веру соблюдаешь неполноценно. Вот 2 вещи у нас есть перед нами. 2 варианта, которые возможны. Либо я выбрал не ту веру, или она неполноценна, либо я ее соблюдаю не так, как нужно ее соблюдать. Зачем нужна вера? Сейчас, просто время. Я закончу, потом. Зачем мне нужна вера, если в трудные мои положения, в трудные мои минуты я не нахожу в ней ответа? Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Аль-яума акмальту лакум динакум». Я сделал сегодня вашу религию полноценной. Поэтому, джамаат, первый вариант, он отпадает. Наша религия не может быть неполноценной. Наша религия не может быть неполноценной. Аллах Субхану ва Тааля, Создатель небес и земли, говорит, что она полноценна. Что значит полноценна? Что значит полноценная религия? Это значит, что эта религия участвует в моей жизни во всех ее аспектах.
Я нахожу на все свои вопросы ответы, на все свои проблемы ежедневные, джамат. Я не говорю на глобальные проблемы, я говорю на ежедневные проблемы. Каждый день мы сталкиваемся с кучей проблем. И Аллах Субханаху ва Тааля нас учит с ними справляться правильно. Еще раз скажу, джамат, мы как мусульмане, у нас карт-бланш. И позор нам, если мы им не воспользуемся и будем искать счастье, или будем искать успех, или будем искать решение наших проблем где-то на стороне. Позор нам. Позор нам искать такие глобальные вопросы, ответы на такие глобальные вопросы, суть которой является ислам. Или в исламе эти вопросы являются сутью, основой. В завершении хотел сказать, джамат, единственная вещь в этой жизни, от чего что человеку никогда не надоест. Мы знаем, что у нашей души есть два вида пропитания. Одно – это быстрые наслаждения в нашей жизни. Второе – это поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Наши ежедневные наслаждения – покушать, поспать, удовлетворить свои нужды, близость с женой, всякие эти культурные развлечения, просмотр фильмов, времяпровождение – это все доставляет нам удовольствие. И это является питанием для души нашей. Вот знаете, наверное, сейчас есть правильное питание, тоже как бы часто слышится такое в обиходе, такое правильное питание. Бывают такие виды продуктов, которые не очень вкусные, но они долго дают энергию. А бывают быстрые, как сахар. Он раз съел его, и ты уже чувствуешь приток сил. Вот наши страсти и наши желания в этой жизни – это как легкое питание для сердца, но оно не долговечное или не настоящее. В ней есть часть такого пропитания, которое мы обязаны давать нашей душе. Поспать – это нужно. Поесть в меру – это нужно. Общаться с людьми, с тем, с кем тебе приятно – это нужно. Сходить, прогуляться, проводить время со своей семьей – это нужно. Но если оно становится много, оно начинает отравлять нашу жизнь. Второй вид питания – это викр, это поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Это настоящее, это дающее настоящую энергию питание для нашей души. И вот я хотел завершить тем, что в этой жизни любое увлечение, любое наслаждение, насколько бы оно ни было бы любимым для души человека, один день оно надоест. И мы с вами приблизительно знаем, что это такое. Пусть это будет половое влечение, которое приукрашено человеку. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Зуина линнаси хуббу шахавати минан ниса». Аллах говорит, приукрашена человеку страсть к женщинам. Не просто женщины, а страсть к женщинам. Это то, что Аллах Субхану ва Тааля сделал нам красивым. والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Аллах Субхану ва Тааля перечисляет те виды наслаждений, которые Аллах Субхану ва Тааля нам приукрасил. Это наши дети, это наше имущество, аль-хайль, это наши машины, на которых мы ездим, средства передвижения, транспорт. Хайль это переводится как конь, или как бы средство передвижения. Или аль-канатир аль-мукантара, это наши деньги, в наши дни это деньги, это имущество. Это все нам приукрашено. Но тем не менее, сколько бы человек не пытался бы вот этим только кормить свою душу, один день он устанет. Один день ему это надоест, как бы ни казалось бы это ему сладким. Оно надоест ему однозначно. Но единственная вещь, которая не надоедает в жизни человека, это ад-зикр, поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Сколько раз можно прочесть Коран? 2, 3, 10, 20, 100 раз можно в жизни прочитать Коран, 500 раз. Есть ученые, которые тысячами раз прочитывали Коран, по 17 тысяч раз в жизни закончили Коран.
Джамат, скажите мне, что можно сделать в жизни 17 тысяч раз или какую другую книгу прочитать, чтобы она тебе не надоела? Со второго, третьего раза начинает надоедать. Тебе эта мысль уже близка, ты эту книгу прочитал. Тебе стиль этой книги уже приелся. А Коран не приедается. Коран можно миллионами раз читать, он никогда не приестся. Поминание Аллаха Субханаху Тааля никогда не надоест человеку, потому что это является настоящим наслаждением. Есть выражение одного ученого, он говорит, в этой жизни есть рай. Тот, кто не войдет в этот рай в этой жизни, он не войдет в рай в следующей жизни. Этот рай является поминанием Аллаха Субханаху Тааля, ад-зикр. Дай Аллаху Субханаху Тааля нам быть из тех, кто поминает Аллаха Субханаху Тааля. Как Аллах Субханаху Тааля говорит, «Алладзина язкурун Аллаха қияма ва кууда ва аля джунубихим». Аллах, говоря о верующим, говорит, что они поминают Аллаха Субханаху Тааля қияма, стоя, ва кууда, сидя, ва аля джунубихим, и даже когда они на своих боках, лежа. Ва ятафаккаруна фи халки ас-самавати валь ард, и размышляют над творениями Аллаха Субханаху ва Тааля в этой жизни. «Раббана ма халакта хаза батилан субханак». О Аллах, Ты не создал это просто так. Ты пречист, преславен. «Факина азабан нар». О Аллах, исправь нас. В этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что поминающие Аллаха люди поминают Его во всех положениях. Стоя, сидя и даже лежа. Дай Аллах Субханаху ва Тааля нам быть из этих людей. Дай Аллах Субханаху ва Тааля нам изменить себя. Дай Аллах Субханаху ва Тааля нам начать изменения с правильного начала. Дай Аллах Субханаху ва Тааля нам настоящие изменения. Те изменения, которые нас приведут не только в следующей жизни, но и в этой жизни. Я говорил вначале, что мы проведем аналогию. Вот в конце я проведу аналогию того, что человек, который изменил себя ради Аллаха Субханаху ва Тааля, разве ему будет сложно себя поменять ради этой дуньи? Разве ему будет сложно побороть свою лень? В то время как Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Татаджафа джунубухум анил мададжи'и, яд'уна раббахум хауфа ва тама'a». Аллах говорит об этих людях, в которых образом жизни является поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Он, описывая их состояние, говорит, «Татаджафа джунубухум анил мададжи'и». Аллах говорит, они отрывают свои бока от своих постелей, имея в виду, когда человек встает на ночную молитву. Человек, который встает на ночную молитву, не на фаджр, который является для нас обязательным, на ночную молитву, отрывая свои бока от своей теплой постели, разве ему будет тяжело потом поменять себя, свою лень, ради того, чтобы заработать какие-то деньги? Аллахи, мусульманин, в котором будет ад-зикр в его жизни, он поменяется как в этой жизни, и так и для следующей жизни. Он поменяется как для следующей жизни, так и для этой жизни. И любое изменение для него будет легким. То, что кажется очень тяжелым для 99% людей, для этого человека будет легким. И это большая-большая милость от Аллаха Субханаху ва Тааля. Сущность этого не узнает никто, тот, пока не попробует это. Пока не сделает ад-зикр, поминание Аллаха Субханаху ва Тааля своим образом жизни, своим мышлением. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا